Невероятно сильные слова таджика. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, каким образом таджики могут защитить свою национальность. Подписывайтесь на наше обновление и будете в курсе всех последних событий. Споры о решении сноса дома-музея основоположника современной таджикской литературы, героя Таджикистана Садриддина Айни и его переноса в другое место продолжаются в Таджикистане уже вторую неделю. Люди разных профессий высказались по этому поводу, и большинство из них против сноса. А представители интеллигенции и активисты гражданского общества обратились к мэру Душанбе Рустаму Эмомали с просьбой взять под свою защиту дом Айни. Дом-музей – не то учреждение, которое можно разрушить или перенести в другое место. В свое время недалеко жила, не знаю, это, наверное, есть наши историки. Вот. Те люди работают, которые научные работники, вероятно, им виднее. Можно изменить местоположение памятника, потому что со временем возникает необходимость заменить его. Мы были свидетелями многих таких случаев, но суть дома-музея в том, что в нем жил человек, в этом пространстве он ходил, здесь находятся следы его ног. Дух пространства нельзя заменить ничем другим, сказал председатель фонда «Диалог цивилизаций» профессор Ибрахим Усманов. Он отметил, что даже в градостроительстве вносятся изменения с учетом того, чтобы не нарушать исторические памятники. Например, в конце советской эпохи для посольства Таджикистана в России было выделено новое место, но из-за того, что в этом районе росли 10 200-летних деревьев, 4 женщины возмутились и сказали, что эти деревья были национальной гордостью и историческим памятником. Понимаете, там дерево – национальная гордость и памятник, и его не срубают. А тут речь идет о дома Устода Айни, возмутился он. Вы согласны с такими сильными словами? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. При этом Ибрахим Усманов заявил, что Устод Айни прежде всего герой Таджикистана и с этой точки зрения обладает всеми правами, которые обладают сегодняшние таджики и нынешние жители Душанбе. В любом случае безобразие. Какие-то исторические места должны же оставаться у нас в городе. Мы его любим таким, как он был, а такой, какой он есть, он уже не наш. Он имеет право владеть домом в Душанбе. Этот дом был источником и священным местом для формирования современной таджикской культуры. Каждый, кто приходил в этот дом, словно преклонялся перед таджикским языком, литературой и историей таджикского народа, сказал он. Когда академик Бабаджон Гафуров пригласил Устода Айни в Душанбе, в 4 местах города он предложил ему дом, и Айни выбрал именно этот ныне спорный дом. Профессор Усманов выразил надежду, что дом все-таки оставят на месте. Этот дом, построенный в честь великого сына таджикского народа, человека, спасшего наш народ от исторической гибели, героя Таджикистана и ставший его мавзолеем, который невозможно заменить никаким другим местом, не будет разрушен, заключил Усманов. Глава государства не допустит этого. Я слышал об этом, но я не знаю. А что там собираются на его месте строить? Мне кажется, от этого будет значить больше. А так, это память о нашем государстве, о нашем прошлом. Не знаю, мне кажется, не стоило трогать наше прошлое. Также призываю все ответственные структуры помочь в сохранении дома таджикского народа. Вы согласны с такой активной борьбой за свои права и за сохранение национального наследия? Или все-таки думаете, что не имеет значения, где будет этот музей? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!